Главные события уходящего вторника, 25 августа, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Ситуация с отпуском газового топлива находится на контроле. В настоящее время Сахатранснефтегаз ежедневно реализует порядка 30 тонн пропан-бутановой смеси. В Ленском районе запускают автоматический пункт весогабаритного контроля. Система будет фиксировать нарушения без остановки транспорта. 4 мастер-класса, более сотни участников и стратегическая сессия в Якутске прошел слет молодых педагогов. На железнодорожном вокзале станции Нерюнгри Пассажирская встретили необычный состав. Поезд Победы – первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в вагонах поезда. В век технологий кажется, что кузнечное дело уходит в прошлое, но нет. Кузнец из Мирного 3 десятка лет кует то, что помогает людям работать под землей. Ситуация с отпуском газового топлива находится на контроле Министерства промышленности Ялуги-Якутии. Ведомство мониторит ситуацию совместно с поставщиками. В настоящее время Сахатранснефтегаз ежедневно реализует порядка 30 тонн пропан-бутановой смеси. В свою очередь, ЯТЭК поставляет в среднем 40 тонн газа в сутки. Для заправки общественного транспорта выделено специальное время ежедневно с 6 до 8 утра. Автобусы могут заправиться на АГСС номер 1 на Можайского и в Жатае, а также по Намскому тракту 16 километров. Обеспечение топливом арктической зоны является одним из приоритетов северного завоза. В этом году необходимый объем нефтепродуктов для Арктики сформирован и отгружен в полном объеме. В первую очередь были обеспечены районы, где топливо является основой жизнедеятельности для работы котельных, социальных объектов, предприятий ЖКХ, транспорта и населения. В том числе полностью выполнены поставки для Оленёкского района. Создан необходимый запас, который позволит стабильно пройти предстоящий отопительный сезон и обеспечить потребность жителей. С 1 сентября на региональной автодороге Мухтуя начнет свою работу автоматический пункт весогабаритного контроля. Объект будет выявлять нарушения правил перевозки грузов по весу и габаритам без остановки транспортного потока. На первом этапе пункт будет функционировать в тестовом режиме в течение 3 месяцев. Нарушения будут фиксироваться без последующего вынесения постановления о назначении административного наказания. Это позволит отладить взаимодействие всех систем и предупредить грузоперевозчиков о необходимости соблюдения правил и весовых регламентов. Между тем, в столице расследуется махинация по хищению 3,2 миллионов рублей, выделенных на благоустройство дороги. В совершении преступления обвиняются 36-летний индивидуальный предприниматель и его ровесник-сообщник. Противоправную деятельность злоумышленников выявили сотрудники УФСБ. Изначально судом главе подрядной организации была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он проигнорировал ограничения. На следующий же день на собственном автомобиле покинул Якутск и направился в Горный район. Второй фигурант также предпринял попытку скрыться, уехав в сторону Намского тракта. Оба беглеца были оперативно перехвачены правоохранителями при содействии экипажей ДПС. Предварительно установлено, что между региональным оператором газификации и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по отсыпке, уплотнению грунта и восстановлению проезжей части после укладки газопровода на улице Петра Алексеева. Общая стоимость контракта составила более 14 миллионов рублей. Однако недобросовестный предприниматель и его партнер, бывший работник газоснабжающей компании, с мая по август прошлого года нарушили условия технического задания. При отсыпке они использовали мелкий песок вместо строительного материала 2 класса средней фракции. Затем соучастники предоставили заказчику фиктивные акты приемки. Это позволило искусственно завысить стоимость фактически выполненных работ. В результате допущенных технологических нарушений объект утратил несущую способность и эксплуатационную надежность, что спровоцировало просадки, деформацию и структурное разрушение дорожного полотна. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следователями наложен арест на принадлежащие подозреваемым кроссоверы Toyota и Volvo. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и возможных соучастников. В Якутске утвердили даты запуска отопления. Согласно распоряжению, подписанному главой города Дмитрием Садовниковым, подача тепла начнется поэтапно. С 1 сентября в социальные учреждения, школы, больницы, детсады, объекты культуры и спорта. С 5 в жилые дома. Если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8, тепло должны включить немедленно, вне зависимости от календарной даты.
Руководители котельных и теплоснабжающих организаций обязаны до 31 августа предоставить графики заполнения сетей и ежедневно докладывать о ходе работ в единую диспетчерскую службу. К другим темам. Восточный экономический форум – одно из самых ожидаемых событий года. Кроме субъектов России, ожидается участие Индии, Китая, США, Японии, ОАЭ и других стран. Всего около 70. В преддверии форума вспомним участие республики на нем в разные годы. Уже 1 сентября стартует Восточный экономический форум. За годы участия Якутия заключила сделки на несколько сотен миллиардов рублей. Что изменилось в республике благодаря ВЭФ и какие договоренности планируется подписать, расскажем далее. 2024 год. На 9-м Восточном экономическом форуме Якутия представила концепцию «Летнее солнце». Павильон республики был оформлен в летней тематике с центральным арт-объектом Алтан-Серге. Что же касается деловой программы? 25 соглашений на общую сумму 163 миллиарда рублей. За этим стоят соглашения с Амурской областью, Хабаровским краем, Чукотским автономным округом, которые касаются не только реализации экономических и социальных проектов, но и инвестиционных проектов. С Хабаровским краем было заключено соглашение в части поддержки проектов по Тихоокеанской железной дороге. С Чукоткой сотрудничество при строительстве магистральных волоконно-оптических линий связи. Окончание строительства ожидается в 2027 году. Что касается Амурской области, реализуется проект по переходу Джалин-Дамохе, который позволит Южной Якутии развиваться быстрыми темпами, а также выйти на рынки Китайской Народной Республики. В настоящее время идет восстановление и реконструкция прилегающего железнодорожного участка Сковородино-Рейново длиною около 67 километров. Планируется проектирование и возведение смешанного мостового перехода. Кроме того, Якутия на Восточном экономическом форуме 2024 года подписала важное соглашение о развитии Жатайской судоверфи, логистики и креативной экономики, а также получила награду за лучшую культурную программу. 2025 год. Якутия на юбилейном 10-м Восточном экономическом форуме 27 соглашений на общую сумму 106 миллиардов рублей. Были заключены соглашения с крупнейшими маркетплейсами страны. Они предполагают строительство распределительных центров на территории Якутии, а это сотни рабочих мест и около 2 миллиардов рублей инвестиций. Заключены соглашения и в области образования. Одно из них предусматривает оснащение более 100 школьных классов современным оборудованием и организацию обучения с участием ведущих специалистов страны. Достигнуты договоренности о создании международного научно-туристического парка «Всемирный центр Мамонта». Подписаны документы о газификации населенных пунктов левобережья реки Вилюй в Верхневилюйском районе. Заключено соглашение о сотрудничестве с золотодобывающей компанией Nordgold. Подписан договор с Союзом китайских предпринимателей в России о развитии торгово-экономических и инвестиционных связей. 2026 год. В этом году Якутия строит не менее амбициозные планы. Ожидается подписание ряда важных соглашений. О них расскажем по окончанию Восточно-экономического форума. Ну а пока известна концепция республики в области культурной программы. Регион будет представлен под девизом «За счастьем в Якутию», демонстрируя баланс между традициями народов Севера и современными технологическими прорывами. В рамках фестиваля «Владивостокские сезоны» республика покажет театральное искусство и творческое наследие районов. С начала года отделение социального фонда по Якутии назначило единое пособие родителям более сотни тысяч детей, направив семьям около 15 миллиардов. С 21 июля правила выплаты обновились, сделав господдержку более адресной. В частности, если человек не работает из-за ухода за инвалидом первой группы или престарелым гражданином, ему нужно обязательно подтвердить близкое родство. Для этого в клиентскую службу фонда требуется предоставить документы, например, свидетельство о рождении или браке. Теперь проверяют все заявления, поданные по месту пребывания или фактического проживания, независимо от величины прожиточного минимума. Большинство сведений отделения социального фонда по Республике Саха-Якутия проверяет самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. И если подтвердить проживание автоматически не удалось, заявителю потребуется представить договор найма жилого помещения либо справку из детского сада, школы, колледжа или вуза, который посещает ребенок.
7 ветеранов боевых действий, один член семьи погибшего военнослужащего представят Якутию на Всероссийском форуме «Вместе победим» в Москве уже в конце августа. При содействии филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе с начала года проведено свыше 260 патриотических, спортивных и мемориальных мероприятий с охватом более 15 тысяч человек. В рамках всероссийской акции «Служу Отечеству», организованной совместно с Российским обществом знания, ветераны спецоперации проводили уроки мужества в детских загородных лагерях. Занятия прошли во время учебно-тренировочных сборов студентов на базе Якутской кадетской школы-интернат. В настоящее время филиалом фонда совместно с автономной некоммерческой организацией «Сердца солдатских матерей» готовится к отправке и обрабатываются 11 заявок ветеранов спецоперации на участие во Всероссийской премии «Возвращение» по 10 номинациям. Филиалом фонда продолжается работа по вовлечению ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, увековечение имен защитников Отечества, а также в культурно-досуговые и спортивные мероприятия. 4 мастер-класса, более сотни участников и стратегическая сессия. В Якутске прошел слет молодых педагогов. В течение дня учителям надо было научиться выходить из нестандартных ситуаций и перенять новые идеи для преподавания. Подробности в следующем сюжете. Учитель – это призвание и веление сердца. Так считают молодые педагоги Якутска. Вот уже на протяжении 5 лет специалисты собираются вместе, чтобы поделиться своим опытом и узнать новое от коллег. Если в прошлом году было 100 участников, то в этом году их стало 120. Участвуют у нас молодые педагоги, то есть это воспитатели детских садов, молодые учителя школ, могут быть преподаватели колледжей и университетов. У нас есть учителя более 10 школ и более 3 садов. По стратсессии у нас планируется работа по национальным проектам, что может сделать молодой педагог для своего города, какие мероприятия, какие программы он может придумать. И вот мы уже узнаем, что они хотят, уже после стратсессии. Молодые педагоги признаются, что любовь к своей профессии проецируется на детей, что, собственно, и помогает ученикам легче понять изучаемый предмет. Сегодня я впервые на таком мероприятии для молодых педагогов. Я очень воодушевлена, вдохновлена и жду от этого мероприятия новых знакомств, новых идей и творческого вдохновения. Главное – это любовь к детям, и они все это чувствуют. Дети все очень чувствуют, если ты любишь свою работу, они тоже будут любить твой предмет. Это очень важно для работы учителя. Для молодых учителей преподавание стало смыслом жизни, но знания, полученные во время студенчества, необходимо пополнять. Поэтому для молодых педагогов устраивают слеты, круглые столы и другие мероприятия. На слете для них было подготовлено 4 мастер-класса, стратегическая сессия, встреча со специальным гостем и, конечно же, знакомство со своими коллегами из других школ. Моя работа заключается в том, чтобы воспитывать в новом поколении людей, которые могут конкурировать и работать уже на международном уровне. Конечно же, которые знают свою самоидентичность. Мы со своей командой планируем принять во всех мероприятиях этого слета и познать что-то новое для себя. Я преподаю старшим классам, обычно 9 классы, 10, 11. Обычно люблю смешанные на самом деле. Мастер-классы проходили по следующим направлениям: обучение детей через игру, психологическая разгрузка, мастерство ораторского искусства и классное руководство. Последняя секция предполагала 10 советов, как вовлечь родителей в жизнь класса. Тема моего мастер-класса в данный момент – работа с родителями. То есть 10 идей от простых чатов до совместных мероприятий. Мы с участниками планируем разобрать разные ситуации, какие-то сгенерировать идеи для того, чтобы в дальнейшем им было проще работать с их родителями в классе. Им будут даны ситуации в виде блиц-викторины, где они будут выбирать правильный ход поведения, и также мы будем с ними генерировать идеи творческие, то есть как можно в данной ситуации себя повести, что можно придумать интересного, и в итоге они заберут с собой очень полезный гайд по работе с родителями. Слет молодых педагогов города Якутска стал настоящим праздником как для учителей, которые только пришли работать в школу, так и для тех, кто преподает уже несколько лет. Мероприятие стало отличной возможностью обменяться наработанными практиками, идеями и придумать что-нибудь новое. Вероника Таверская, Станислав Потапов, Якутск.
Рост заболеваемости ОРВИ ожидается уже на третьей неделе после начала учебного года. При этом эпидемиологи пока не прогнозируют вспышки гриппа. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, чтобы снизить риски меры профилактики, лучше начать уже с 1 сентября, в том числе проводить утренние фильтры и следить за питьевым режимом детей. Особое внимание академик советует уделить первоклассникам. Перед школой им важно постепенно восстановить режим сна и питания, пройти диспансеризацию. Ну вот мы 17 миллионов детей сажаем в закрытых помещениях, и они долгое время там находятся, от 8 до 10 часов. Что происходит? Класс, у нас стандартный размер класса 50 метров. Там в лучшем случае 20-25 человек. Это норма. А еще есть переполненные классы. И начинается то, что называется на медицинском языке проэпидемичивание. То есть у нас первый месяц учебного года подскок начинается респираторных инфекций. Но это еще не грипп. На железнодорожном вокзале станции Нерюнгри-Пассажирская встретили необычный состав. Поезд Победы – первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в вагонах поезда. 10 вагонов, 400 квадратных метров декораций, 155 полноразмерных скульптур. Все это рассказывать о событиях Великой Отечественной. Находясь в поезде Победы, посетители забывают, где они. Уже не на перроне станции Нерюнгри-Пассажирская в 2026 году. Они внутри истории – в военно-санитарном или штабном вагоне 43-го года. В подобных местах раньше не была. Пришла я сюда с целью узнать много чего нового, увидеть. Я пришла со своим юноармейским отрядом. С самого утра на перроне дежурят добровольцы, откликнувшиеся на призыв стать частью большого дела. Волонтеры обеспечивают бесперебойный прием посетителей, проводят экскурсии, работают на информационной стойке, помогают с регистрацией и навигацией по составу. Я уже второй год принимаю участие в качестве волонтеров. Позапрошлом году я принимала участие как именно волонтер, который ходил вместе с группами. Каждый раз, когда ходила с группой, каждый раз уже звук, как текст ощущался по-другому. То есть первый раз, когда прослушиваешь, как будто бы мимолетно. Уже второй или третий ощущается, прям как до дрожи аж внутри. В этом году я как волонтер, который подключает аппаратуру и рассказывает инструкцию людям. Каждый экскурсионный маршрут сопровождает аудиогид. Голос молодой советской девушки Лидии, которая ведет посетителей сквозь эпоху от первых дней войны до победы. Фигуры очень живые, и вся вот эта вот структура, и оно передается действительно все прям вот очень реалистично. Ходишь и прям завораживает. Посетить поезд можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Для тех, кому не удастся попасть на выставку лично, на сайте проекта доступен 3D-тур. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Век технологий. Кажется, что кузнечное дело уходит в прошлое. Но нет, если нужно изделие под конкретную задачу, без специалиста не обойтись. Алексей Новиков из Мирнинского шахтостроительного треста 30 лет кует то, что помогает людям работать под землей. Как из раскаленной заготовки рождается шахтерский инструмент, расскажем прямо сейчас. Как нож колбасу режет инструмент Алексея Новикова горячую заготовку. Температура металла выше 1000 градусов. Сегодня в кузнице молотобойца заменил механический молот, а кожаные мехи – электрическая воздуходувка. Но суть неизменна – точный глаз и мастерство. В 1992 году, когда с армии пришел, пошел в цех автослесарем. Там можно было тогда устроиться. Когда мне было там... Никого не было, наставника моего. Скучно было, ходил по цеху, услышал звук молота, пошел на звук. Пришел к деду. Это не мой дед, а дед, он просто старый, поэтому дед. И говорю, возьми меня в ученики. Он говорит, да пошли, возьму. В чем проблема? Пошли, написал заявление, меня взяли молотобойцем. С того дня прошло 30 лет. Премудрости профессии Алексей освоил в Чернышевском, работал в Айхале. С 2017 года трудится в Мирнинском специализированном шахтостроительном тресте. Таких мастеров Валроса всего 3. Это под отбойники пики, тоже их надо было переделывать, они были острые. И вот заказ был такой, переделать их под зубило.
Анкеры, зубила, клинья и даже петли для пожарных ящиков Алексей делает сам. Никаких заводских штампов, только ручная ковка. Без внимания не остается ни один заказ. Кузнец шахтостроительного треста работает не в шахте, но без результатов его труда немыслима работа в подземном руднике. Максим Сороченко, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». В Якутии начнут работу еще 18 новых земских тренеров. Они подписывают контракт на 5 лет. Помимо заработной платы, они дополнительно получат по программе 2 миллиона рублей. Согласно правилам, специалисты должны быть направлены в населенные пункты, где проживает менее 50 тысяч человек. Всего программа в республике охватит 12 районов и 1 городской округ. Международный вечер профессионального бокса «Вызов Севера» пройдет 30 августа в Якутске на площадке Центра спортивной подготовки «Триумф». Впервые турнир состоится при поддержке Международной ассоциации бокса IBA с участием спортсменов из России, Узбекистана, Ирана, Филиппин и Демократической Республики Конго. В программе 6 профессиональных поединков. Главный бой вечера – красноярский боксер Александр Хохлов, хозяин тайги, встретится с представителем Конго Майклом Кингом, королем джунглей. В соглавном поединке чемпион WBA Азия, один из самых титулованных профессиональных боксеров Якутии Михаил Варламов, полярный волк, сразится с чемпионом Филиппин Майклом Касамой. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.